Компания АСМ Групп завершила исследовательские и проектные работы по объекту культурного наследия Назрановская крепость. Проектом предусмотрена реставрация 2 сохранившихся и воссоздание 1 утраченной каменных башен, а также комплексная реставрация крепостной стены с восстановлением ее разрушенных участков. В компании отметили, что здесь требуются безотлагательные работы по расчистке территории и укреплению крепостных стен. В Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева 18 декабря состоится открытие выставки диссертационных работ ингушских ученых «Наука Ингушетии в контексте столетия». Выставка приурочена к столетию образования Республики Ингушетия. На ней будут представлены диссертации ингушских ученых по разным отраслям науки, включая историю, политологию, экономику, социологию, культурологию, литературоведение и ряд других научных специальностей. Выставка продлится до конца декабря. Регионы России усиливают охрану хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. Для предотвращения незаконной вырубки хвойных деревьев сотрудники лесной охраны увеличивают патрулирование. Специалисты ежедневно выезжают на участки леса, где ранее были отмечены случаи незаконной рубки. Также усиливается охрана подросших хвойных деревьев. За незаконную рубку ели грозит штраф до 5000 рублей с конфискацией дерева, а также уголовная ответственность, если нарушитель причинил большой вред лесному фонду. Депутаты Госдумы в 3-м окончательном чтении приняли законопроект, который должен защитить людей, приобретающих жилье с помощью мат-капитала. К примеру, если семья будет покупать квартиру или дом с помощью средств материнского капитала, согласно новым правилам, им необходимо получить еще один документ. Он подтвердит, что здание пригодно для проживания. Срок действия справки – 1 год. Депутаты считают, что таким образом недобросовестные продавцы уже не смогут продать семьям с детьми непригодные для проживания квартиры или дома. МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества. Правоохранители отметили, что сперва мошенники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. Заказы якобы можно оплатить при получении, а для их подтверждения необходимо только указать фамилию, имя, отчество, адрес и телефон. Через некоторое время человеку поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение «Трекер» по ссылке, которую присылает менеджер. В России минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года достигнет 22 400 рублей. Это коснется более 4 миллионов бюджетников и более 1 миллиона 700 тысяч работников реального сектора экономики. В конце октября президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда. Рособорнадзор заявил о готовности обсуждения интегральной оценки в школах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эта оценка будет представлять собой средний балл по всем предметам, изучаемым в течение года, и дополнит результаты государственных экзаменов ЕГЭ и ОГЭ. Инициатива по внедрению интегральной оценки была озвучена главой Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым. Он сообщил о начале обсуждения дальнейших шагов по внедрению этой системы с Министерством просвещения.